якутским волонтерам благодарственные письма вручил лично министр цифрового развития России Константин Носков. Власти страны оценили работу ребят, которые помогли населению с переходом на цифровое вещание. Тему продолжит наш корреспондент Анастасия Кобызева. Самолет только приземлился в Якутске, и перед тем, как отправиться на совещание, лидеры цифрового развития Константин Носков выполнил важную миссию. Наградил лучших волонтеров республики. Более 600 добровольцев по всему региону помогали населению переходить на цифровое вещание. Десятки тысяч людей по всей стране, волонтеров, таких же, как вы, сделали все для того, чтобы для людей это прошло безболезненно. Действительно, у нас очень качественно идет проект по переходу на цифровое телевидение. Уже больше 100 миллионов человек сейчас живут в цифре. 6 лучших волонтеров Якутии получили благодарственные письма от Министерства цифрового развития России. Среди них и Егор Сидоров. Молодой человек помог подключить цифровое ТВ десяткам человек. Работу проделал огромную, но вот только говорит об этом очень скромно. В основном пожилым людям. 30-40 примерно. Вы считаете, что вы сделали хорошее дело? Да, хорошее дело. Помогали. Более 2000 заявок поступило в Центр по работе с волонтерами. Добровольцы работали по всей Якутии. Только в столице региона их было больше 100 человек. Основной поток заявок был в городе Якутске. Там более 700 заявок. Справились, волонтеры все отработали. В каждом районе, в каждом на слегу был волонтер. Приятная миссия выполнена, благодарственные письма у всех на руках и напоследок напоминание от министра. Не забудьте занести все в трудовую книжку. Сейчас цифровое телевидение доступно 95% жителей республики. Это большая работа как правительства региона, так и добровольцев. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск.